Я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, скоро мы 100 тысяч, больше глаз, озорные, черные, длинные, грустные, веселые, да, солнечный город, под синим небом моей мечты. Уважаемые участники, дружно повторяем упражнения наших юных спортсменов. Активно включаемся в внутреннюю зарядку. Снова вижу город, по краю зари плывут корабли. Солнечный город. Нет рассвета, столько книг, столько лета. Доброй планете, всем нам очень хочется жить. Все выше подняли руки, подняли руки. И всегда всем хотелось дружить. Чтобы сказка нам превращалась, чтобы все, что хотелось, сбылось. Чтобы планета быстрее вращалась, чтобы все веселее жилось. За тобой мы летим, крутись веселее планета. Счастье ведут наши Подняли руки, школа номер 1, номер 2. Трудовые коллективы, аграрный техникум. на высокой сине. Мы собираем в руке голоса, новый голос России. Слушай, страна, слушай, Россия, слушай, страна. Браво, дружные аплодисменты! Всех чита, солнечный город! Живите! А сейчас на сцену приглашается спортивно-танцевальная группа Девинской средней школы номер 2. Уважаемые зрители, участники! Дружно поддерживаем! Ликует планета, и нам помогает солнце света. Раз — это время, то, что нам дарит силу. Два — это ветер и новых идей равнина. Три — это вызов нашей судьбе вчерашней. Ну а четыре — молодость наша. Раз — это скорость на вираже опасны. Два — это бодрость и время желаний страстных. Три — это сила, с которой мы побеждаем. Ну а четыре — мы начинаем, мы начинаем. Выше руки! Ты увидишь мир, в котором солнце пламя и курит. В лучах отражается, ликует. Аграрный техникум, не скучаем! Аграрный техникум, выше руки! Это знамя нашей большой удачи. Два — это пламя наших сердец горячих. Три — это утром то, что тебя разбудит. Ну а четыре — скучно не будет. Раз — это
Выше руки! Участники зарядки! Школа номер 1! Технику! И все трудовые коллективы! Ты увидишь мир, в котором солнце пламенный кумир. В лучах отражаясь, рисует планета, и нам помогает солнце света. Нации! Мы приглашаем на сцену главу Цивильского района, почетного работника образования Российской Федерации Татьяну Владимировну Баранову. Исполняющего обязанности заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, призера чемпионата России, кандидата в мастера спорта Советского Союза Олега Ивановича Маркова. Исполняющего обязанности главы администрации Цивильского района Бориса Николаевича Маркова. И мы также приглашаем на сцену главу администрации Цивильского городского поселения, ветерана боевых действий Дмитрия Алексеевича Васильева. Слово для приветствия участников муниципального этапа всероссийской акции «Кросс нации» предоставляется главе Цивильского района Татьяне Владимировне Барановой. Здравствуйте, дорогие участники Кросса наций. Я поздравляю вас с праздником спорта, с праздником красоты и силы духа. Конечно, сегодня вы пришли сюда за наградами и за спортивными медалями, и они приготовлены и ждут вас. Но главное все-таки это наше с вами единение, национальное единение по всей России, по родной Чувашии, единство, стремление к здоровому образу жизни, к спортивным достижениям, к любви к физической культуре. И по-другому у нас быть не может, потому что мы с вами все живем в спортивной России, очень гордимся спортивной Чувашией и, безусловно, любим спортивный Цивильский район. Всем успехов! Слово для приветствия предоставляется нашему земляку, выпускнику Цивильской средней школы номер 1, исполняющего обязанности заместителя председателя Кабинета министров, министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, кандидату в мастера спорта Советского Союза по боксу Олегу Ивановичу Маркову. Добрый день, уважаемые цивиляне, добрый день, уважаемые земляки. Действительно, завтра состоится грандиозный спортивный праздник по всей Российской Федерации «Кросс нации 2015». Но Цивильский район традиционно, как самый спортивный район республики, всегда проводит этот праздник на день раньше. И не случайно сегодня в республике очень большое количество занимается именно физической культурой и спорта. И это подтверждает форум России «Спортивная держава», который был в прошлом году в республике. И чемпионат Европы по легкой атлетике в этом году в июне месяце. 37% жителей нашей республики сегодня активно занимаются спортом. Поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. Всем здоровья и спортивного духа. Внимание, приятная процедура. Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
награждается Сидоров Андрей Леонидович, исполняющий обязанности директора АУДО ЮСШ Азамат Цивильского района. Служу Российской Федерации. Также благодарственным письмом министерства награждается ветеран труда, ветеран спорта, тренер по футболу Валерий Михайлович Новиков. Новиков Валерий Михайлович, ветеран футбола Чувашской Республики. Также благодарностью министерства награждается молодой специалист, тренер по плаванию Евгений Владимирович Осипов. Грамоты министерства награждается Сергей Алексеевич Руднев, тренер по спортивным видам спорта. Также благодарностью министерства награждается почетный работник образования России, ветеран спорта Валерий Аркадьевич Леонтьев, преподаватель средней школы поселка Опытный. Благодарностью министерства награждается юная перспективная спортсменка, стипендиат главы Чувашской Республики Анастасия Герасимова. Благодарностью министерства награждается студентка Чувашской государственной сельхозакадемии, перспективная спортсменка Екатерина Андреева. И за подготовку ко многим мероприятиям награждается специалист АУДО ЮСШ Азамат Рахчеев Алексей Аркадьевич. Награждается благодарностью Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Ну и в заключение решите вручить почетную грамоту Министерству спорта Чувашской Республики за большую работу в области подрастающего поколения, пропаганду здоровой жизни и плодотворную работу главного специалиста по физкультуре и спорту администрации Цивильского района Сергея Геннадьевича Жотова. Награждение производил исполняющий обязанности заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Олег Иванович Марков. Уважаемые зрители, уважаемые гости, уважаемые цивиляне, на наших соревнованиях присутствует наш земляк, мастер спорта Российской Федерации по боксу, призер первенства России и Приволжского федерального округа, выпускник средней школы номер 2 и спортивной школы Азамат Андриан Максимов. Слово для приветствия также представляется исполняющим обязанности
главы администрации Цивильского района Борису Николаевичу Маркову. Дорогие любители здорового образа жизни и спорта, от имени главы администрации Цивильского района Александра Николаевича Казакова и от себя лично поздравляю вас с этим прекрасным праздником. Желаю вам здоровья, благополучия, исполнения ваших желаний и, конечно, достижений, хороших результатов в спорте. Еще раз успехов вам. Спасибо. На этом церемония торжественного открытия муниципального этапа всероссийской акции «Кросс нации» закончена. И снова по регламенту соревнований предоставляется главному судье соревнований Сергею Ижутову. Этим гостям занять места в ложе для почетных гостей. Добрый день. По регламенту соревнований. Первый забег у нас идет биг-забег. Торгует акварель, где старт. Магазин акварель. В нем принимают участие руководители предприятий, гости почетные. Следующим бегут дошколята. Дошколята строятся возле футбольных ворот. Первые идут строить девочек, потом мальчиков. И выводим туда, и бегут они 100 метров. Второй забег после маленьких бегут учащие интерната номер 1, номер 2 или с ограниченными возможностями. Потом бегут 1, 4, 5, 6, там будем строить. Всем находиться здесь, пожалуйста. И строиться по объявлению. Спасибо за внимание. В России в 2018 году и ваши 1000 метров символизируют. Поэтому бежим, не торопимся, не ломаемся. Один рук у вас впереди. На старт. Внимание, марш! Геннадий, нам нет, что ли, награждать? Есть, дадим. Записывай, Катя. Записывайте. Да, вот это вызывали, ты что? Давай, первый среди женщин. Давай, бегом! Позируем. Так, первый Кто вырвется вперед? Где, медики, что не бегают? Сережа, готовься. Зрители, ушли отсюда. Кто тут?
Девочки! Внимание, ко мне, смотрим меня! Так, во-первых, чуть-чуть сюда сдвинулись. Так, подальше. Родители, попрошу еще 5 шагов вперед. Назад вы. Девочки, мои, девочки, давайте шире, шире, шире становитесь. Шире, шире, шире. Освободили коридор. Сейчас будут девочки толкаться, попадают. Еще раз, сдвигаемся, 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 сдвигаемся. Итак, бежим, девочки. Налево, потом еще налево. Финиш, вот там, посмотрели. Кому стали плохо? Так, внимание, марш! Там не самое главное, что Подвинулись ко мне! Сюда, 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 сюда! Шире, шире, сюда еще! Стоим все стойте, пока вас никто не отправляет, отжимать не было. Просто расслабились, стоим. Подвинулись ко мне! Сюда, 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 сюда! Шире, шире, сюда еще! Стоим все стойте, пока вас никто не отправляет, отжимать не было. Просто расслабились, стоим. Так, внимание, марш! Не надо, не надо, не. Я говорю, снизу, куда не снизу. А куда для булать? Вон там поворот, вон там поворот. Вон, пластик, сразу нарезал. Посередине не берет, вон там. Я не знаю. Ребята, лучше себе ребята. Не толкаемся! Спокойно стартанули, там вот там будете дальше. Ну интересно, как они будут? Они вообще на асфальте должны стартовать, не здесь. Второй шаг назад! Да, поставьте подножки, поставьте. Ногу, пускай упадет она. Немножко, что? Не толкаемся, девчонки, не толкаемся. Девушки, девушки. Все, так стоит. Так, тренера, родители, покинули. Ничего, ничего, нормально. Вас команда. Не толкаться аккуратно.
Не толкаться друг к другу, ребята, травму не получать. Дима, иди садись к нему. Каждого ряда шаг назад. Серега, смотри, я не ушел. Еще, Левей, вставайте шире. Смотрите, чтобы второго ряда не было. Еще двигайте. Еще двигаемся. Заполняем первый ряд. Девочки, первый ряд. Там сократить можно на этом повороте. Нет, на этом повороте можно сократить. Через кнопку далеко приготовиться. Я тебя выиграю на тюбу. Еще, смотрите, вон. Еще двигайте. Правда, ты сейчас прилетишь, даже не заметишь. Начинаем церемонию награждения девочек среднего возраста. Начинаем награждение с прекрасной половины нашего общества, с девушек. Андреева Анастасия, бронзовый призер наших соревнований, средняя возрастная группа. Награждение производит
Миллион Максимов. Варвара Казакова, чемпионка наших соревнований. Антонина Евграфова, школа номер 2, Цивиль. Начинаем церемонию награждения юношей среднего возраста, юноши, будущие воины, защитники нашей страны. Бронзовой медалью и дипломом 3-й степени награждается будущий офицер, чемпион республики по триатлону Кирилл Кузьмин, школа номер 2. За второе место в данном возрастном группе награждается Артем Рахматов! И звание победителя в данном возрастной группе завоевал Эльдар Сатиадиев! Первое место занял Эльдар Сатиадиев, славный сын киргизского народа! Награждается Анна Шиваева. Анна Шиваева, бронзовый призер наших соревнований. Она награждается медалью и дипломом 3-й степени. За второе место награждается Таня Никифорова. И звание чемпионки в данной возрастной группе среди девушек Яхонина Ангелина. Она награждается золотой медалью и дипломом 1-й степени. За 3-е место в данной возрастной группе награждается Дмитрий Харитонов. Второе место в данной возрастной группе занял Василий Григорьев. И звание победителя в группе среди специализированных школ-интернатов завоевал Александров Сергей. Он награждается золотой медалью и дипломом 1-й степени. И за первое командное место в данной возрастной группе награждается команда школы-интерната
подняться на сцену для награждения. Также ученик Шушкинской средней школы Кирилл Артемьев. Серебряный медаль, диплом второй степени. И звание победителя в данной возрастной группе завоевал Игорь Артемьев. Игорь Артемьев, первое место. Ученик Первостепановской 8-летней школы. Награждение производили Андрей Леонидович Сидоров и Андриан Максимов. Рита Павлова. Ученица Новокатинской 8-летней школы. Начинаем награждение школьников, возрастная группа 2000-2001 года рождения. На сцену приглашается бронзовый призер соревнований среди девушек Алевтина Степанова. Степанова Аля, Богатыревская школа. За второе место награждается Надя Павлова. Также ученица Богатыревской средней школы. И за первое место в данной возрастной группе награждается Софья Кузьмина. Софья Кузьмина награждается золотой медалью, дипломом первой степени. Ученица Малоянгорчинской 8-летней школы. Приступаем к награждению юношей данной возрастной группы. За третье место награждается Иванов Илья. Он награждается бронзовой медалью и дипломом третьей степени. Награждение производит мастер спорта России Андриан Максимов и подполковник Андрей Леонидович Сидоров. Илья Павлов приглашается на сцену для награждения. Серебряный призер. И звание победителя в данной возрастной группе завоевал Владимир Ильмаков. Ильмаков Владимир, ученик Богатыревской средней школы. Софья Тимофеева, бронзовый призер наших соревнований. Софья Тимофеева, ученица Цивильского аграрно-технологического техникума, будущий экономист. За второе место награждается Александра Пушкина. И звание победительницы среди девушек в данной возрастной группе завоевала Ольга Алексеева.
процедуре награждения юноши в данной возрастной группе бронзовой медалью и дипломом 3-й степени награждается ученик средней школы номер 2 Кирилл Ярусов. Второе место завоевал Сергей Сергеев. Сергей, будущий инженер, аграрник, учащийся Цивильского аграрного техникума. И звание победителя в данной возрастной группе завоевал Павел Николаев. Он награждается золотой медалью и дипломом 1-й степени. Павел Николаев, чемпион в данном возрасте, ученик Первомайской средней школы. Третье место завоевала Наталья Никифорова. И вновь учащийся Цивильского аграрного техникума. Второе место в этой возрастной группе завоевала Наташа Кузьмина. Наташа Кузьмина, студентка Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова. И первое место в данной возрастной группе завоевала Ольга Степанова. Ольга Степанова, будущий инженер-аграрник, учащийся Цивильского аграрно-технологического техникума, руководитель техникума Рамиль Мирзаевич Айзатов. Начинаем процедуру награждения юношей данного возраста. Руслан Иванов, бронзовая медаль и диплом 3-й степени. И вновь студент Цивильского аграрно-технологического техникума. Дмитрий Прокопьев стал серебряным призером наших соревнований. Награждение производит мастер спорта России Адриан Максимов и Андрей Леонидович Сидоров, руководитель спортивной школы «Азамат». И первое место в данном возрасте завоевал Алексей Прокопьев. Алексей Прокопьев, учащийся Тушинской средней школы. С ограниченными физическими возможностями. И решите провести награждение участников данной группы. Второе место завоевал Валерий Макаров. Он награждается серебряной медалью, диплом 2-й степени. И за первое место награждается член местного отделения Всероссийского общества слепых Олег Афанасьев, деревня Апнеры, Толшкосинское сельское поселение. Награждение производили Андриан Максимов и Андрей Сидоров из поселений.
Начинаем церемонию самого интересного награждения. Награждение участников ВИП-забега. Начинаем церемонию награждения участников ВИП-забега. Прекрасная половина общества. Бронзовой медалью и дипломом третьей степени награждается депутат городского собрания депутатов, преподаватель Цивильского аграрно-технологического техникума Галина Петровна Порфирьева. Награждение производит Андрей Сидоров и Сергей Бежутов. Серебряной медалью и дипломом второй степени награждается молодой специалист отдела информатизации администрации района Дарья Абрашева. Дарья Абрашева, второе место. И за первое место среди представителей прекрасного пола награждается Наталья Иванова. Бурные аплодисменты. Наталья Иванова, исполняющая обязанности главы Богатыревского сельского поселения. Богатырева, кузница спортивных кадров. Наталья Иванова, первое место. Приступаем к церемонии награждения мужчин данного ВИП-забега. За третье место награждается сотрудник хозблока администрации Цивильского городского поселения Дмитрий Яковлев. Дмитрий Яковлев. За второе место награждается депутат Егорварского сельского поселения, ветеран педагогического труда и спорта, призер многих всероссийских республиканских соревнований Борис Васильевич Трофимов. И за первое место награждается стипендиат главы Чувашской республики, студент Новочебоксарского училища Олимпийского резерва, воспитанник спортивной школы «Азамат», выпускник средней школы номер 2, мастер спорта России по боксу Андриан Вахтимов. Награждение производит Сергей Геннадьевич Жуков и Андрей Леонидович Сидоров. Начинаем награждение с прекрасной половины нашего района, России и человечества. За первое место, за третье место, бронзовой медалью и дипломом третьей степени награждается Ксения Иванова. Ксения Иванова, бронзовый призер наших соревнований. Ксения Иванова, педагог дошкольного воспитания, детский сад номер 6, сказка. Серебряный призер наших соревнований Надежда Александрова.
заслуженный призер соревнований в забеге женщин. И первое место в данной возрастной группе завоевала Ольга Гурьева, преподаватель физического воспитания Подготовской средней школы. Награждение производит руководитель спортивной школы «Азамат» Андрей Сидоров и Сергей Ижутов. И за третье место в своей возрастной группе награждается Татьяна Малышева. Бронзовый призер наших соревнований — сотрудник силовых структур ФГУ ЛИУ номер 7, спортивное общество «Динамо». За второе место серебряной медалью диплом второй степени награждается Валентина Егорова, тезка нашей прославленной олимпийской чемпионки Вали Егоровой. Барселона, 1992 год. Валентина Егорова, сотрудник отделения скорой медицинской помощи 03. И вы с нами. И за первое место награждается также сотрудник отделения скорой медицинской помощи Лариса Аверьянова. Браво нашим медикам! Дружные аплодисменты! Награждение производит Сергей Геннадьевич Ижутов и Андрей Леонидович Сидоров. В своей возрастной группе за третье место бронзовой медалью награждается Альбина Михайлова. Альбина Михайлова, специалист местного отделения Всероссийского общества слепых. За второе место награждается Олеся Каримова. Олеся Каримова, педагог дошкольного образования, детский сад номер 6, детский сад «Сказка». Алина Дмитриева заняла первое место в своей возрастной группе и награждается золотой медалью и дипломом первой степени. Вот это настоящий пример для подражания нашему будущему поколению. За третье место награждается Лариса Семенова. Лариса Семенова, сотрудник ФГУ ЛИУ-7, общество «Динамо». Второе место Надежда Александрова. За второе место награждается Владимир Александров. Алексей Леонтьев, представитель опытного сельского поселения. За первое место в своей возрастной группе награждается Борис Трофимов.
Васильевич Трофимов, педагог физического воспитания Баварской 8-летней школы, а также Толстокосинской средней школы, ветеран спорта, ветеран труда. За первое место в своей возрастной группе награждается чемпион Чувашии среди ветеранов, призер чемпионата России среди ветеранов, ветеран труда и спорта из деревни Булгеева, Гранит Михайлович Михайлов. В возрастной группе 60-65 лет первое место занял ветеран труда и спорта Петр Дмитриевич Абрамов. Петр Дмитриевич Абрамов, представитель Тюменского городского поселения. За второе место награждается педагог физического воспитания Константинской школы Валерий Георгиевич Марков. И за первое место в самой старшей возрастной группе награждается самый старший, самый мудрый, самый уважаемый участник наших соревнований. Член Союза писателей Чувашской Республики Российской Федерации, ветеран труда и спорта Константин Шачкин. Награждение производит Сергей Геннадьевич Жутов, председатель Кривицкого районного спорткомитета и руководитель спортивной школы «Азамат» Андрей Леонидович Сидоров. Константин Шачкин, вот он пример для подражания. Бурные аплодисменты. На этом наши соревнования окончены. Всем спасибо и дружите всегда со спортом.